Довольно часто в последнее время говорят о внесении конституционных изменений в раздел 10 основного закона Украины, где будет говориться о автономной республике Крым. О том, что будет с автономной республикой Крым после деоккупации, о том, как крымские татары видят будущее полуострова, мы будем говорить с нашим гостем сегодня в студии. Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Арсен, здравствуйте. Добрый день. Итак, Конституционная комиссия создала специальную такую рабочую группу по выработке предложений по внесению изменений в статью 10 Конституции Автономной Республики Крым. И вот до сегодняшнего дня мы не знаем точной даты, когда же эта Конституционная комиссия, эта рабочая группа объявит, что вот у нас есть какие-то предложения, и давайте мы их вынесем на обсуждение хотя бы там в более широком экспертном кругу. Можете ли вы сказать, на каком этапе находится эта разработка этих предложений? Можем ли мы рассчитывать, что буквально там в течение буквально следующих 2 месяцев мы об этом узнаем? Я думаю, что да. На самом деле, вы правильно сказали, что рабочая группа заседала определенное время. На самом деле, это не такой уж и большой срок, учитывая то, что объявлено было о ее создании. Впервые она собралась в конце мая текущего года. С учетом того, что летом был 1 месяц, когда мы не могли собрать эту группу в силу того, что многие были в отпусках, я считаю, что работа была проделана колоссальная и в сжатые сроки по разработке текста, который, на мой взгляд, является абсолютно готовым для того, чтобы быть поддержанным как со стороны украинского политикума, так и со стороны жителей Крыма, в том числе крымских татар. Когда именно он будет выноситься на рабочую группу, а затем и на более широкое обсуждение, я могу обрисовать, в принципе, горизонт. Я надеюсь, что это будет не далее, чем до конца текущего года. Если же этого не произойдет, то сразу после праздников новогодних. До конца текущего года, я напомню, осталась ровно 1 неделя. Есть ли смысл публиковать документ в период между 25 декабря и 1 января? Может быть, есть смысл все-таки подождать там, до 20-х чисел января? Я говорю о более широкой экспертной дискуссии. В любом случае, так или иначе, как вы сказали, этот вопрос уже поднимается. Так или иначе, лидеры крымско-татарского народа проговаривают основные параметры этой автономии. То есть, в принципе, уже этот вопрос, он есть в дискурсе. Мы не сформируем что-то новое. То есть, это уже на повестке. Поэтому, с учетом того, что, как мы планировали выносить данный проект изменений на сессию текущей Верховной Рады, это означает, что нам необходимо вынести на рабочую группу до конца этого года, на Конституционную комиссию в начале следующего года, и затем сразу же на текущую сессию Верховной Рады Украины. Почему я говорил о том, что, на мой взгляд, это колоссальная работа в сжатые сроки? Потому что мы говорим об изменениях, которых в природе подготовленного текста никогда не было. И не просто речь о тексте, речь о концептуальном понимании того, с чем мы имеем дело. Ведь на самом деле, если мы обратимся к основополагающему документу международного права в данной сфере, Декларации ООН о правах коренных народов, она была принята не так давно, говорить глобальными мерками, в 2007 году. С тех пор в национальное законодательство ее имплементировало буквально 2-3 государства, то есть не так много, у которых специфика их коренных народов очень сильно отличается от специфики крымско-татарского народа. Соответственно, Украине необходимо пройти, и она проходит его, свой путь по пониманию того, каким образом необходимо учесть права и интересы крымско-татарского народа, как коренного народа Украины, с тем, чтобы они были, с одной стороны, удовлетворены, с другой стороны, чтобы это не нарушило общую концепцию прав и свобод человека в Украине и все остальные нюансы национального законодательства. Ну вот теперь, собственно, перейдем к рассмотрению тех положений, которые будут являться главными в этом проекте. В первую очередь, будет ли, из того, что интересует большинство населения Украины, в первую очередь, будет ли изменен статус Автономной Республики Крым, станет ли она областью, будет ли она повышена в статусе, скажем, там, до условного субъекта федерации, и если да, то каким образом она будет управляться? У Автономной Республики Крым, которая сейчас существует в разделе 10, на самом деле не так много полномочий, которые отличали эту Автономную Республику Крым от стандартной, от типичной области в составе Украины.
То, что сейчас выписано и что предложено уже на рассмотрение членам рабочей группы, вмещает в себя буквально 4 основных параметра. Первый параметр – это использование крымско-татарского языка. Мы говорим о том, что в этой автономии крымско-татарский язык будет использоваться наряду с государственным языком во всех сферах общественной жизни, за некоторыми исключениями, которые обозначены законом. Соответственно, мы говорим о том, что крымско-татарский язык, не называя его ни государственным, ни официальным, потому что у нас одна державная мова, потому что официальный язык, такого понятия нет, оно не регламентировано в национальном законодательстве. Мы просто говорим о том, что крымско-татарский язык используется так же, как и украинский, во всех сферах общественной жизни в Крыму. Это очень широкая норма, которая позволяет нам надеяться на то, что сфера использования, реального использования крымско-татарского языка из года в год будет не сжиматься, как это было все эти годы, а расширяться. Это первая норма. Вторая норма. Мы говорим о том, что в региональном парламенте, в крымском парламенте, будет квота минимального представительства крымских татар. На данном этапе мы говорим о не менее 1/3 представителей крымских татар, которые будут избираться согласно специально принимаемому закону. Это второе. Третий параметр. Курултай и Меджлис крымско-татарского народа получают конституционное регулирование, то есть они закрепляются как представительские органы крымско-татарского народа. И четвертый параметр. Все органы власти в Крыму при принятии некоторых решений, которые затрагивают права и интересы крымско-татарского народа, консультируются, взаимодействуют с представительскими органами крымско-татарского народа. Все. Это есть конструкция этой автономии. Что она означает? Во-первых, мы не говорим ни о каком федеративном статусе. Мы подтверждаем то, что Украина является унитарным государством. То бишь, государственная власть в Украине является единой, целостной, которая распространяется на всю территорию Украины. То есть это не так, что в Крыму есть определенный свой суверенитет, частичку которого Крым отдает Киеву и договаривается с ним о дальнейших отношениях. Нет, мы не говорим о такой конструкции. Мы говорим о специфике урядования, да, то есть о специфике управления в Крыму в связи с правом крымско-татарского народа на самоопределение. И вот когда я сказал о 4 параметрах, все эти параметры основываются на одной важной статье, а именно статье, открывающей этот раздел, 134, где говорится о том, что данная автономия, ее источником является право крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа Украины. Точка. Это очень важно. Почему? Потому что таким образом мы уже завтра можем всему миру говорить и работать над этим, что самоопределение в Крыму произошло. Это самоопределение крымско-татарского народа, который видит себя составной неотъемлемой частью украинского государства, который, являясь коренным народом этого полуострова, заявляет о том, что Крым – это Украина, и который затем имеет уже моральное право говорить и с тюркским миром, и с исламским миром, и с миром западным на предмет того, что наше право на самоопределение в Крыму, мы его реализовываем в составе украинского государства. Теперь это есть на бумаге, это признано собственно украинским государством. Теперь вы не можете просто отмахнуться от нас, сказав, что «Ой, мы не понимаем, там, какая ситуация в Украине». Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, смотрите наши трансляции эфиров, читайте материалы, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии с разговором с Арсеном Жумадиловым. Эта конструкция, которую вы описали, она, конечно, идеально выглядит на бумаге. Ну, насколько мы можем себе представлять, потому что никто из нас вне этой рабочей группы бумагу такую еще не видел. Но, тем не менее, существуют серьезные опасения в экспертной среде, что не наберется просто достаточного числа депутатов для того, чтобы проголосовать. Ведь изменения в Конституцию — это же не 226 голосов, это 300 голосов. А депутаты у нас довольно консервативны. Мы знаем, что как минимум там радикальная партия Олега Ляшка выступила против предоставления автономии Крыму по национальному признаку. Как вы будете добиваться того, чтобы 300 голосов собрались, и что вы будете делать, если 300 голосов не наберется?
Во-первых, надо будет всем народным депутатам донести ту мысль, что не поддержка права на самоопределение крымско-татарского народа в составе украинского государства – это выстрел в ногу. То есть, когда мы говорим о том, что с позиции нормативной составляющей все сбалансировано, идеально входит в понимание и украинского национального законодательства, и международного права. Когда мы говорим о том, что таким образом восстанавливается историческая справедливость, когда мы говорим, что таким образом мы усиливаем позицию Украины на международной арене в борьбе за свою территориальную целостность и за свой государственный суверенитет на всей территории Украины, если народные депутаты это не поддержат, попытавшись на этом заработать себе дешевый популистический капитал, то я думаю, что мы будем поименно говорить о тех депутатах, которые настолько недальновидно видят свое государство в будущем. Мы вчера были свидетелями голосования резолюции ООН в Генассамблее ООН о ситуации с правами человека в Крыму. Что мы видим? Видим то, что несмотря на титанические усилия, которые прилагает украинское государство на международной арене, и действительно мы должны отдать должное тому, что делается Министерством иностранных дел, Минюстом и так далее, количество государств, которые однозначно готовы заявлять о своей поддержке и территориальной целостности, и ситуации с правами человека в Крыму, оно становится меньше, сугубо в арифметическом понимании, да? Мы понимаем то, что мир на каком-то этапе может устать от нашей повестки, в том числе от крымского вопроса, потому что он не такой считается острый, хотя я бы не согласился с этим, как вопрос на Донбассе. Так вот, когда мы говорим о том, что самоопределение крымско-татарского народа, еще раз подчеркиваю, как тюркского народа, как народа мусульманского, оно поможет украинскому государству в борьбе за украинский Крым. Потому что завтра, послезавтра, когда это будет проголосовано, я надеюсь, я уверен, что мы будем однозначно обращаться ко всем тюркским странам, в том числе к тому же Казахстану и Кыргызстану, которые проголосовали против, ко всем мусульманским странам, к той же Саудовской Аравии, которая проголосовала против, с тем, чтобы они поняли, что теперь это вопрос не только Украины, который вполне возможно они не до конца понимают, они не знают ее чаяния, ее сложную историю, а это вопрос их братского народа. И они не могут от него просто так отмахнуться. А если они это сделают, то, наверное, будет вопрос о том, а на каком основании они строят свою риторику внутриполитическую, о том, что вот они так вот сопереживают своим собратьям за рубежом. Хорошо. Это позитивные моменты, но есть некоторые опасения. Например, мы сейчас являемся свидетелями того, как в Российской Федерации закручивают гайки в отношении Татарстана. Не продлили договор о разграничении суверенитета, фактически выдавили государственный язык из сферы обязательного применения в школах. Нет ли опасений, нет ли переживаний по поводу того, что если Украина внесет изменения в Конституцию и создаст автономную республику Крым как крымско-татарскую, пусть пока даже только в Конституции, не в реальной жизни, то российская система репрессивная не воспользуется этим как предлогом и не начнет еще сильнее закручивать гайки на полуострове, чтобы не дать возможности гражданскому обществу среди крымских татар подняться хотя бы даже на полголовы. Здесь важно понимать то, что в любом случае мы не связываем свои чаяния, свои надежды с Российской Федерацией и с ее политикой по отношению к крымско-татарскому народу. Не верит ни один адекватный, знающий свою историю крымский татарин, что Российская Федерация возьмется за развитие и возрождение крымско-татарского языка, за нашу историю, культуру и так далее. Никто в это не верит. Те, кто, возможно, в это верил, я думаю, текущий 17-й год сбросил все маски и показал им настоящее лицо Российской Федерации, которая не заинтересована в том, чтобы крымские татары хоть каким-то образом себя почувствовали свободно на своей же земле. Поэтому то, каким образом отреагирует Российская Федерация, на самом деле в данном контексте
это вопрос второстепенный. Теперь второй момент. На самом деле, я считаю, что Российская Федерация, несмотря на то, что она ведет себя цинично по отношению к крымским татарам, будет реагировать на такой шаг Украины в противоположную сторону от той, которую вы описали. То есть она будет стараться показать, что на самом деле вот та ширма, вот тот спектакль, который они устроили с тем, что есть указ Путина о реабилитации репрессированных народов, который не наполнен смыслом, есть статус государственного языка у крымско-татарского языка, они постараются теперь это наполнить хоть каким-то содержанием, с тем, чтобы таким образом не проигрывать уже настолько явно в информационной борьбе за Крым, включая на международной арене. То есть они будут вынуждены реагировать на это. Хотя, как я говорю, это не основное, на что мы ориентируемся. Мы ориентируемся на то, что Крым вернется де-факто в состав Украины, и что те нормы, которые мы закладываем сегодня в Конституцию, они будут реализованы в полной мере. Часть украинских политологов высказывает опасения, что, предоставив автономию крымским татарам, Украина спровоцирует подобные требования на Закарпатье у венгров, на Бессарабии и Буковине у румын. Что вы можете сказать по этому поводу? Не приведет ли это к параду суверенитетов, если это может, или к параду автономии? Есть два ответа на один вопрос. Один сугубо в юридической плоскости, что не имеют права венгры, румыны, кто бы то ни был, как национальные меньшинства в Украине, требовать самоопределения в той или иной форме. Потому что эти народы, как целостные субъекты, самоопределились в рамках своих наций и государств. У венгров есть Венгрия, у румынов есть Румыния, у крымских татар нет ничего, кроме Крыма. И поэтому мы говорим о том, что мы в этом плане уникальны, и нельзя нас сравнивать. Но это вопрос в правовой плоскости. Что касается политической плоскости, да, конечно, я уверен, что те или иные силы, в том числе в Венгрии, которые мы видим, что там есть вот такой подъем правых популистических сил, они будут стараться использовать это против Украины для того, чтобы каким-то образом поддать сомнению ее политику в сфере национальных меньшинств. Здесь, что я бы рекомендовал всем нам? Я бы рекомендовал всем нам понимать, какая проблема для нас является более насущной и более важной. Это проблема наше отсутствие, по сути, территориальной целостности Украины, отсутствие государственного суверенитета над оккупированным Крымом, или же потенциальные проблемы на дипломатическом уровне с венграми, у которых на самом деле очень много с кем по состоянию на сегодня имеются проблемы на своем уровне. Я думаю, что, наверное, проблема номер один является более приоритетной для Украины. Не надо все сбрасывать в одну кучу, тогда мы никогда не решим. Но давайте решать это по отдельности. Да, есть определенные эффекты, то есть мы, решая первую проблему, возможно, у нас будут определенные последствия для второй, но она намного более простая, намного более понятная и решаема. Украинский суверенитет над всей Закарпатской областью он есть. Я уверен, что он не будет поддан сомнению. Реальных угроз там нет. Еще такой вопрос. Вот представим себе, что все прошло гладко, Конституционный суд разрешил, 300 голосов депутатов набралось, и Конституция изменена. И вот в этот момент встает вопрос, будут ли органы самоуправления, органы крымской региональной власти, которые предусмотрены этой статьей, воссозданы на территории материковой Украины, начнут ли действовать, или будет, как сейчас, ситуация, когда фактически работает формально, то есть работает только одно представительство президента, а все остальные государственные органы, которые должны там находиться, их просто не существует? Это хороший вопрос. На самом деле в тексте есть последняя статья 139 прим, которую мы выписали как раз для таких ситуаций, которые произошли, например, которая произошла в феврале 2014 года в Крыму, и которую можно экстраполировать, в принципе, на сегодняшнюю ситуацию, где говорится о том, что в случае, если в Крыму имеется угроза государственному суверенитету или территориальной целостности Украины, президент своим решением, ни РНБО, ни парламентом и так далее, вводит особый режим урядування, то есть управления в Крыму, назначая специального урядника.
Вполне возможно, если на это будет иметься политическая воля, да, потому что эту статью ее можно трактовать как такую, что когда у нас будет все восстановлено, если в будущем оно повторится снова, то тогда это будет применено. Но можно ее истрактовать и так, что, в принципе, это можно и сейчас уже делать. Да? Если на это будет политическая воля, а именно целесообразность такого шага, а именно подкрепленность такого шага определенными ресурсами, в том числе финансовыми, да, потому что просто создавать что-то для того, чтобы оно существовало на бумаге, смысла нет, то, возможно, это и будет сделано, но это все является предметом наших дальнейших дискуссий. В данном контексте вот хочу сделать такую еще ремарку. Тот текст, который мы выписали, он является, с одной стороны, максимально предметным, то есть мы говорим там о вполне конкретных вещах, о тех параметрах, о которых я сказал. То есть это язык, это квота, это Курултай Меджлис, это их участие в принятии решений. С другой стороны, мы говорим о том, что это выписано настолько гибко, что чтобы данный текст, данный раздел Конституции, он не сдерживал, а наоборот стимулировал Украину и ее государственную политику в отношении Крыма. И последний, наверное, вопрос, минутки на 3. Вот кроме крымских татар, Украина признает коренными народами, проживающими в Крыму, также крымских караимов и крымчаков. Мы знаем, что у этих народов нет такой системы национального самоуправления, которая похожа на Курултай Меджлис, но тем не менее, если будет принят закон Украины о коренных народах, то получится, что 3 коренных народа являются таковыми по закону, но только у одного будет такое право на автономию. Как вы предусматриваете реализацию права на самоопределение для караимов и крымчаков? Специфика коренных народов она заключается в том, что каждый коренной народ отличается от другого коренного народа. Каждый прошел какую-то свою непростую историю, свой исторический путь и пришел к сегодняшнему дню в той или иной форме, которая очень сильно отлична друг от друга. Что я имею в виду? Крымские татары не просто коренной народ. Это этнополитическая общность, которая в 1991 году восстановила свой Курултай крымско-татарского народа, который был де-факто признан украинским государством и мировым сообществом как представительский самоуправляющийся орган крымских татар, который принял недвусмысленные, абсолютно однозначные резолюции, где говорилось о его праве на самоопределение, где говорилось о том, что он это самоопределение видит в составе украинского государства в виде национальной территориальной автономии. Что это означает? Крымско-татарский народ собрался, избрал свои органы, они артикулировали наши права и интересы, они вошли во взаимоотношения с украинским государством, и они реализовали это право. Я очень надеюсь, что караимы и крымчаки со своей стороны реалистично оценят, какой объем прав и какие именно интересы они хотят преследовать в рамках украинского государства. К сожалению, по состоянию на сегодня мы не увидели такого единого артикулированного интереса со стороны этих коренных народов. Я очень надеюсь, что в том числе принятие этого закона о коренных народах, оно позволит им все-таки собраться воедино, избрать свои органы, чтобы они уже обозначили, каким образом они видят свое будущее в составе Украины. Давайте говорить объективно. Их не так много для того, чтобы это была политическая автономия в составе Украины. Скорее всего, мы будем говорить о сохранности культуры и языка. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за акценты, которые расставили вы в нашей программе. Напомню нашим слушателям, нашим зрителям, что у нас в студии был Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио Крым Реалии. С вами у микрофона работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.